Есть одна из удивительных историй праведных предшественников, которую рассказали историки про Ахмада ибн Мискина, одного из ученых III века, жившего в Басре, да помилует его Аллах. Ахмад ибн Мискин рассказывал: в 219 году по хиджре я был испытан бедностью, и не было у нас ничего из еды, у меня была жена и ребенок. Мы так голодали, что голод сворачивал наши желудки. Я собрался и решил продать дом и переехать. И вот я вышел найти покупателя. По пути я встретил Абу Насра и рассказал ему о своем намерении продать дом. Он дал мне 2 хлебные лепешки, между которыми была халва, и сказал: накорми ими свою семью. Я направился к себе домой и по пути встретил женщину с мальчиком. Она посмотрела на лепешки и сказала: «О, дядя, этот ребенок голодный сирота, и нет у него сил терпеть голод. Накорми его чем-нибудь, да смилостивится над тобой Аллах». И взглянул на меня ребенок глазами, которые я никак не могу забыть. И в это мгновение мне показалось, что рай снизошел на землю, предлагая себя тому, кто накормит этого бедного и слабого ребенка и его мать. И я отдал, что держал в руке той женщине, со словами: «Возьми и накорми своего ребенка. Клянусь Аллахом, что нет у меня ни еды, ни золота, и поистине в моем доме те, кто больше нуждаются в этой еде». Ее глаза прослезились, а лицо мальчика засияло от радости. И я ушел озабоченный, присел у стены и размышлял о продаже дома. И снова подошел Абу Наср, и он словно порхал от радости и сказал: «О Абу Мухаммад, что тебя держит здесь, когда в твоем доме благо и богатство?» Я сказал: «Свят Аллах, откуда, о Абу Наср?» Он сказал: «Прибыл человек из Хорасана, нынешних земель Афганистана и Пакистана, и расспрашивал людей о твоем отце или о ком-нибудь из его родных, и у него большой груз с благами и богатствами». И я сказал: «В чем его история?» Он сказал: «Он купец из Басры. 30 лет назад твой отец вложил деньги в его торговлю, затем он обанкротился и переехал из Басры в Хорасан. Там же торговля его пошла ввысь, к нему пришло облегчение после испытания, и он снова стал богатым. Вернулся в Басру, захотел освободиться от долга и принес тебе деньги, вложенные твоим отцом, и прибыль за 30 лет». Ахмад ибн Мискин сказал: «Я восхвалил Аллаха и поблагодарил его, отыскал ту нуждающуюся женщину и ее сына и одарил их богатством. Затем я начал торговлю и пустил часть своего имущества на добро, милостыню и благотворительность, и, клянусь Аллахом, имущество прибавлялось, а не уменьшалось. И как будто я начал собой восхищаться, и меня радовало, что я заполнил благими поступками записные книги ангелов и надеялся, что у Аллаха я вписан в число праведников. И в одну ночь я уснул, и во сне я увидел себя в судный день, я увидел волнение и страх людей, как они вздымаются друг над другом, словно морские волны, из-за своей огромной многочисленности. Увидел увеличенные тела, которые несли на себе свои грехи, которые должны были ввергнуть в ад, грехи, превращенные во что-то, и как будто нечестивцы несли на своих спинах целые города. Затем расставили весы и привели меня, дабы взвесить мои деяния. И мои плохие поступки положили в одну чашу, а книги записей моих благих поступков бросили в другую чашу, и книги записей пошли вверх, а плохие поступки вниз. Затем ангелы начали перекладывать в чашу по одному благому поступку, что я делал. И под каждым благим поступком была незримая страсть, подобно показухе, самообману и желанию похвалы людей. И не осталось у меня ничего, я был погублен тем, что считал своим доводом, и вдруг я услышал голос: «Разве у него больше ничего не осталось?» И в ответ было сказано: «Осталось это». Я смотрел, пытаясь увидеть, что же осталось, и вдруг это те 2 лепешки, которые я отдал той женщине и ее ребенку. И я осознал, что пропал. Я жертвовал 100 динаров разом, и они не помогли мне, и я потерял всю надежду. И, наконец, в чашу положили 2 лепешки, и вдруг чаша благих деяний немного опустилась и малость перевесила. Затем в чашу положили слезы той женщины, которая плакала из-за доброты и благодарности, когда я предпочел ее и ее сына своей семье, и чаша благих деяний перевесила и продолжала перевешивать, пока я не услышал голос, что сказал: «Поистине он спасен».